Ну, служба создавалась изначально в 1968 году. Раньше у нас предприятие было разрозненное, то есть много котельных были на твердом топливе, на угле. И когда началась газификация города Якутска, предприятие называлось ПОК – Производственное объединение котельных. Разрозненные котельные объединили в одно предприятие. И с 1968 года котельные стали переводиться на газообразное топливо. Журавлев Александр Вадимович, начальник газовой службы АО «Теплоэнергия». Служба обеспечивает техническое обслуживание, текущий ремонт, ежегодное газовое оборудование. Все газовое оборудование, которое находится на предприятии АО «Теплоэнергия» в данный момент, все находится под нашим вниманием пристальным. Вот здесь есть у нас график проведения технических осмотров, текущего обслуживания, ежегодного текущего ремонта на 2021 год. 40 котельных и, можно сказать, механический цех. Вот, как бы говорится, сердце котельной, да, горячее. То есть подается топливо газообразное. Первая установка. Здесь, значит, газопровод высокого давления подходит 6 кг силы на сантиметр квадратный. Значит, система безопасности. Это клапан предохранительный КП-50П, установлен для защиты обслуживающего персонала от отравления продуктами сгорания и также от отравления природным газом. У нас есть котельная, где подходит газ высокого давления, там установлены газорегуляторные установки, где происходит снижение до заданного режима. И котельные низкого давления, то есть уже снижение происходит на газорегуляторных установках газоснабжающих организаций, там давление низкое. От 3 килопаскалей до среднего 0,3 кг сила на сантиметр квадратный. Дальнейший узел учета, где происходит коммерческий учет, осуществляется коммерческий учет расхода газа, который потребляет котельная. 2 линии регулирования, то есть приборы безопасности, это клапана КПЗ-50П, 2 линии, значит, как я говорил, одна основная, другая резервная. Или, то есть в случае выхода основной линии можно перейти на резервную линию. Я пришел в газовую службу в 1995 году учеником слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Раньше просто назывались слесарь, газовик. Продвигался по служебной лестнице, разряды повышал. В 1997 году стал бригадиром газовой службы. В 2002 уже принял службу как начальник газовой службы. И уже в этом году будет 19 лет, как нахожусь на этой должности. Состав службы на сегодняшний момент это 3 штатных единицы ИТР, то есть я начальник газовой службы и 2 ведущих инженера. И получается 2 электрогазосварщика и 13 слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования. И 2 котла, как я говорил, мощностью 2,5 гигакалорий, ТВГ 2,5. Здесь немножко по-другому система безопасности устроена. То есть здесь находится прибор безопасности, клапан рычажно-грузовой. Допустим, котел в работе, да, если какой-то параметр выходит, сердечник обестачивается и происходит отсечка. Как таковых у меня увлечений, раньше была охота, рыбалка, а потом все это заменило, то есть дачные дела. То есть я занимаюсь в основном на даче, выращиваем овощи, как обычно, животных развожу. То есть у меня есть кролики, курицы, утки. Всего помаленьку. Как бы обеспечиваю себя и своих родных. Вот.